Всю свою жизнь он посвятил медицине, национальному движению крымских татар и интересам своего народа. Фуат Аблемитов родился в Ахмеджите в 1937 году в разгар жестоких репрессий. Родился практически в первом роддоме. Мать была фармацевтом, работала, а отец преподавал в сельхозтехникуме, который находился вот площадь Куйбышева, где сейчас винзавод какой-то, да, вот где остановка есть. Парк вот этот детский, насколько я знаю, было как раз сады этого сельхозколледжа, институт или колледж, скорее всего. Он преподавал там. Когда Фуату исполнился год, его отца Якуба Аблемитова расстреляли в числе врагов народа. Мать, опасаясь преследований, перебралась с 2 детьми в Турцию, затем в Румынию, где их несколько лет укрывали от советской власти. Но чтобы не подвергать соотечественников опасности, женщине пришлось сдаться. И в 1949 году семью депортировали в Узбекистан. Детство и юность Фуата Аблемитова прошли на чужбине. Несмотря на все сложности, он всегда стремился к знаниям. Было стремление учиться, получить образование. То есть пока старший брат работал там на заводе токарем, Фуат поступил в мединститут, одновременно и работал там на скорой фельдшером, получил специализацию, стал невропатологом, был хорошим специалистом очень. Затем заведовал неврологическим отделением, насколько я помню, это 16-я городская больница, новая, большая, крупная. В Москве он у Шмидта, это был директор НИИ неврологии, защитил кандидатскую диссертацию, там тема была посвящена заболеваемости сосудистой патологии, инсультами после ташкентского землетрясения. Он был авторитетным врачом, кандидатом медицинских наук, первоклассным невропатологом. Но чувство несправедливости по отношению к своему народу, боль за расстрелянного отца привели его в национальное движение. Он был такой интеллигентный очень человек, да, и очень такой вот чувствительный, чтобы все было по закону, по справедливости, да, вот он очень был такой вот очень педантичный и в то же время очень целеустремленный, да, такой вот, может быть, какое-то упрямство, но он шел к своей цели. Видите, он многого достиг, вроде бы профессионально, да, кандидат наук, там, может быть, перспектива еще была там и дальше развиваться, да, по специальности, по науке и прочее, но тем не менее, вот он сделал выбор, что все, обрубил так. Рискуя свободой, жизнью и карьерой, Фуат Аблемитов стал одним из лидеров национального движения. Он исколесил весь Узбекистан, организовывая собрания и митинги, принимал участие в подготовке информационных листов и документов. Лето 1987 года вошло в историю национального движения как время самых массовых и беспрецедентных акций протеста крымских татар на Красной площади в Москве, одним из руководителей которых был Фуат Аблемитов. Он поехал в Москву, в общем-то, для того, чтобы ближе быть к этому движению, к диссидентскому, потому что все это было сконцентрировано в Москве, не так на периферии. Это в 1987 году только вот началась перестройка, начала как бы первая вот такая демонстрация, когда такая масса людей вдруг на Красной площади, такой митинг, да, с требованием там вернуть на родину, решить этот вопрос крымско-татарский. И такая была заставочка, что я помню, это до сих пор мы сидели перед телевизором, смотрели вот эти новости, все, и вдруг показывают Фуата в таком кружочке, значит, что вот, представьте, как там экстремистами начали называть, да, прочее, да. Ну, чуть ли не шпион. Я помню, еще мама так посмотрела, говорит, ой, жалко Фуата, вот отца его так расстреляли, его сейчас вот уже посадят. Фуат Аблемитов вернулся на родину в 1990 году и продолжал свою борьбу уже в Крыму. Это уже был 90-й год. Фуат мне позвонил, говорит, вот я решил уже возвращаться, ехать в Крым, потому что здесь начались вот самозахваты, все это, говорит, ребята там живут в таких условиях, надо и медицинскую помощь оказывать, да. Вот, если ты хочешь, поехали вместе. Мы собрали здесь из подручных материалов такой вот, на его участке, такую из панели вот, финского домика, такой как вагончик, нары сделали.
И вот мы все это время жили, пока не построили в этом вагончике. Ну, не вагончик, это домик такой, как времянка. Нары были, обогревались практически вот, ну, газовой плиткой, скажем. Света не было. Вода. Мы ездили на машине, вот тут в роднике набирали эту воду. И когда только приехали, конечно, ну, надо искать работу. Звонишь, там, в какую-то поликлинику, нужен такой специалист. Да, конечно, нужен, подходите. Приходим, дверь открываем, они как видят. Мы говорим, ну вот вы же звонили, вы... Ой, вы знаете, да, ну вот, кстати, буквально вот перед вашим приходом, ну вот мы уже вот взяли. Борьба за права народа стала для Фуата Аблямитова смыслом всей его жизни. Семью он так и не создал. Как он мне сказал, что семью в общем-то, не заводил, что если будут дети, семья, ты будешь уже связан по рукам, скажем, да, будешь думать о детях, о семье, о их будущем. И там он говорит, я не хочу приносить жертву, чтобы мои дети мучились вот в этом тоталитарном государстве. Потом он стал депутатом, да, вот эта вот группа, когда была, 14, по-моему, да, депутатов было. То есть первый период это было, вот, скажем, выживание, да, в тех условиях войны, а потом вот становление, скажем, да, чтобы стать вот хорошим специалистом, хорошим, но конечная цель все-таки это была вот, да, возвращение на родину и борьба за возвращение. В этом доме по соседству Сердар Ага 17 лет жил Фуат Аблямитов. Этот дом, хоть и выглядит сегодня по-другому, напоминает о человеке, который был примером во всем. Для меня это напоминание, вот эти ели мы посадили, они были тогда вот такие, а сейчас огромные. То есть время прошло, оно как-то... мгновение, скажем так. Чему вы у него научились? То, что главное быть порядочным человеком, честным. И он был такой, и от других он требовал, и, скажем, это для него, наверное, был главный критерий. Ну и второе, если брать профессиональную точку, это быть хорошим специалистом. Конечно, он был для меня авторитетом, примером. Характер у него довольно-таки был тяжелый, может быть, окружающим не всем было легко с ним общаться и работать, потому что он был, во-первых, как вам сказать, очень требовательный к себе, и от этого же требовал и от окружающих. Был очень педантичный, у него все было, вот кто с ними общался, если дома к нему придете, все разложено, там не у каждой женщины, там в доме все чисто, все блестит, ни пылинки. Но Фуат, он такой был очень, знаете, спокойно, но целеустремленный, настойчивый, он к своей цели шел. В 2007 году после продолжительной болезни, перенеся инфаркт и инсульт, Фуат Аблямитов скончался. Он остался в истории как достойный сын своего народа и достойный потомок расстрелянного поколения крымских татар, реабилитированных историей и жизнью.